Вопросы рационального использования водных ресурсов и защиты экологии накануне обсуждались на самом высоком уровне. Эти темы стали главными в ходе переговоров Сооронбая Джейнбекова с президентом Венгрии Янушем Адером. Президент Кыргызстана выразил готовность к взаимовыгодному сотрудничеству в этом направлении и пригласил коллегу посетить с визитом Кыргызстан. Накануне Сооронбай Джейнбеков также встретился с председателем Национального собрания Венгрии Ласло Кёвером. Прежде чем сесть за стол переговоров, совместно осмотрели здание парламента, являющееся одним из самых красивых сооружений Будапешта и исторической достопримечательностью города. На самой встрече речь шла об углублении сотрудничества. Кыргызская сторона получила от председателя Национального собрания гарантии, что венгерский парламент со своей стороны будет всячески содействовать укреплению взаимодействия. Ласло Кёвер выразил готовность наращивать совместное взаимодействие, в том числе и через такие проекты, как Кыргызско-Венгерский фонд развития. Открытие Кыргызско-Венгерского фонда развития обсуждалось во время встречи Сооронбая Джейнбекова с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Оборотные средства института около 4 миллиардов сомов. Их выделяет венгерская сторона. Пойдут эти деньги на развитие кыргызстанского бизнеса, в том числе и кыргызско-венгерских совместных предприятий. Сегодня исторический день. Мы подписали с Венгрией соглашение об открытии Кыргызско-Венгерского фонда развития. Надеемся, даст Бог, он начнет работать уже в этом году. Создание Кыргызско-Венгерского фонда развития внесет значительный вклад в развитие малого и среднего бизнеса в стране в постпандемический период. Венгрия выразила готовность в случае необходимости увеличить финансирование фонда. Среди подписанных документов речь идет и о создании фонда развития. 50 миллионов долларов. Это признано профинансировать сотрудничество двух стран. Мы договорились с президентом Джейнбековым, что если выделенные средства будут потрачены, то мы выделим еще дополнительную сумму. Стоит отметить, что 50 миллионов долларов, которые выделяет Венгрия, это не кредит, который ляжет бременем на бюджет страны. Никаких финансовых обязанностей у Кыргызстана перед новым союзником не будет. Денежные средства правительством Кыргызской республики не берутся в качестве долга. Это будет фонд, который планирует выдавать низкопроцентные кредиты для наших предпринимателей. И необходимо отметить, что данный фонд рассматривается как новый механизм экономического, финансового сотрудничества, поддержки кыргызстанских предпринимателей, в том числе путем финансирования и поддержки кыргызско-венгерских совместных предприятий. Венгерско-кыргызский фонд развития станет важным институтом в укреплении отношений двух стран, уверен экономист Кубанычбек Идинов. По мнению эксперта, работа фонда благоприятно скажется на состоянии кыргызстанской экономики. В Европе самые чистые продукты питания, которые поставляли в свое время, значит, переработаны на высшем классическом уровне, это как раз Венгрия. Во всей Европе это признается. Мы можем как раз использовать вот этот их опыт, и как раз у нас не хватает вот перерабатывающих предприятий за счет денег, капитала, инвестиций в Венгрии создавать это в каждом регионе, не только регионе, в каждом, значит, как говорится, районных сельских округах, с тем, что потом мы могли их опыт внедрять. Это даст нам огромный перспективу для снабжения там Российской Федерации, Казахстана уже новым продуктом, переработанным уже на территории Кыргызстана с помощью венгерской инвестиции и инвесторов. По мнению экспертов, укреплению торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Венгрией будет способствовать и соглашение по защите и поощрению инвестиций, подписанному между двумя странами. Документ станет гарантией для инвесторов безопасности их вложений, тем более, что в Кыргызстане много сфер, которые нуждаются в инвестициях. В горах сколько можно, хочешь, можно перерабатывать. Начиная от подземных, значит, как говорится, ископаемых, значит, полезных, да, и кончая, как говорится, перерабатывающей продукцией, которая у нас растет в горных условиях. И более того, можно создавать даже венгерские лекарства, уже очень качественные. А из наших трав, горных трав создавать, формировать такие фармацевтические компании, которые будут, используя технологии Венгрии, у нас выпускать эти продукции медицины, скажем, не только для себя обеспечивать,
обеспечивают даже регион Центральной Азии. То, как именно будут развиваться отношения между Венгрией и Кыргызстаном, заложено в декларации о стратегическом партнерстве. Документ подписали президент Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Мы рады, что Венгрия стала нашим первым стратегическим партнером в Европе. Это решение имеет большое значение для граждан обеих стран. Таким образом, мы открыли новую страницу в наших двусторонних отношениях. Выход в Европу, который Кыргызстан получил благодаря сотрудничеству с Венгрией, уверены эксперты, благоприятно скажется на развитии страны. Евросоюз все-таки он, как сказать, там же это же союз европейских стран, они же экономически очень развитые, демократически развитые, и тут и они активные члены многих донорских международных организаций. И тут очень такой важный момент и в стратегическом плане, и в экономическом плане. Для того, чтобы связи с Венгрией у Кыргызстана стали еще теснее, на встрече Сооронбая Жээнбекова с Виктором Орбаном была достигнута договоренность об открытии авиарейса Бишкек-Будапешт. Если мы хотим, чтобы наши контакты и наша дружба были постоянными, тогда нам надо открыть прямой авиарейс. Мы договорились с господином президентом о создании такого авиасообщения. Юридические и финансовые условия мы создаем. Регулярное авиасообщение, отмечают эксперты, прежде всего благоприятно скажется на туристической сфере двух стран. В самой Венгрии тоже там они хотят посмотреть, как говорится, земля своих предков, скажем так, вот, происхождение единого народа. И в то же время очень интересно то, что в наши поехали, посмотрели европейскую культуру. Это же тоже, значит, когда очень такие красивейшие, я несколько раз бывал там в Венгрии, вот когда австро-венгерская, значит, была империя. С 75 до 150 будет увеличено количество бюджетных мест для кыргызстанских студентов в венгерских университетах. Эта договоренность была достигнута в ходе визита Сооронбая Жээнбекова в Будапешт. Как отметила венгерская сторона, развитие двухстороннего сотрудничества – это также дело будущего, которое в руках молодежи. По итогам визита Сооронбая Жээнбекова в Венгрию был подписан внушительный пакет документов. Соглашения и меморандумы затрагивают сотрудничество в сфере экономики, торговли, образования, культуры, сельского хозяйства и в других направлениях. Екатерина Такамбаева, Нурдан Карыбеков, Пирамида.